Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш очередной вебинар. Сегодня мы с вами повторим образовательные ресурсы нового диска для дошкольных образовательных организаций. В частности, поговорим о робоборике, что это за ресурс и как можно его использовать в организации дистанционного обучения детей дошкольного возраста. У нас на связи сегодня или главный спикер сегодняшнего нашего вебинара Акимова Наталья Вячеславовна, руководитель отдела научно-методического сопровождения ЗАО «Новый диск». Наталья Вячеславовна, я даю вам слово, и что нас ждет, как нам использовать это с целью улучшения образования. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада встретиться с вами на нашей уже площадке. Мы не первый раз встречаемся, с кем-то, возможно, первый раз, с кем-то не первый раз. Но в любом случае мы сегодня с вами поговорим о той ситуации, в которой мы сейчас с вами живем. Она немножечко у нас изменилась, и ситуация в образовательных учреждениях в том числе. И поговорим о том, как можно использовать электронные образовательные ресурсы, и в частности, курс «Стань школьником с робобориком» в практике работы детских садов. И я его покажу, расскажу достаточно подробно для тех, кто уже с ним знаком и работал. Ну, это будет возможностью какого-то повторения, может быть, какие-то новые моменты вы узнаете. Для тех, кто его видит первый раз, это будет знакомство с курсом. И покажу, как он выглядит на платформе СГО, расскажу, как можно с ним, какие там есть отличительные черты. Ну и жду ваших вопросов, можно их писать в чат, можно будет их задать по окончании моего выступления. Ну, сначала небольшая презентация, а потом уже непосредственно мы с вами посмотрим сам курс. Ну, ни для кого не секрет, Америку не открою, самоизоляция, карантин, и сейчас достаточно сложная ситуация. Все это бросило новые вызовы и для системы образования в том числе. В апреле, в мае мы с вами поняли, что и дошкольное образование иногда единственным выходом стало именно дистанционное взаимодействие при помощи онлайн-платформ, взаимодействие как с воспитанниками, так и с их родителями. И необходимость их использовать до сих пор остается достаточно острой. Опять же, мы не говорим, что дистанционное образование у нас, особенно дошкольное, заменит традиционное. Естественно, нет. Но иметь возможности, знать, какие ресурсы для этого есть, знать, как их можно применять, я думаю, что это такое веяние времени, и это уже актуальная задача, которую, нравится нам это, не нравится, хотим или не хотим, но жизнь нам выдвигает свои проблемы. Поэтому очень хорошо на эту ситуацию, вот как оказалось, лег наш онлайн-курс «Стань школьником с робобориком». Конечно, когда мы его разрабатывали, мы не могли даже предположить, что вот такая будет ситуация, и он будет так использоваться. Ну вот перед вами статистическая такая картинка за период карантина. Это табличка относится именно к периоду апрель-май 2020 года. Более 200 тысяч пользователей в 82 регионах Российской Федерации воспользовались курсом, ну, то есть практически охват по всей Российской Федерации. То есть разные пути. Кому-то рекомендовали педагоги, кто-то сам в интернете, кому-то знакомые. Очень много наших педагогов, которые пробационные наши площадки, пилотные наши детские сады, те специалисты, которые у нас активно принимали участие в разработке, апробации курса, гораздо активнее стали его использовать именно в период карантина, потому что курс создает именно всем возможности, в том числе и для дистанционной работы. Опять же, повторюсь, традиционной работы с детьми, конечно, никто не отменяет, и мы об этом всегда говорим. Но давайте несколько слов расскажу, все-таки скажу про сам курс. Не буду очень подробно
рассказывать, как вот мы обычно делаем, когда первый раз знакомим с курсом, потому что все-таки я надеюсь, что основная масса вас знакома с этим курсом. Ну, а даже если кто-то не знаком, все равно того, что я скажу, в принципе, будет достаточно для первого знакомства. Интерактивный онлайн-курс предназначен для работы с детьми 5-7 лет, то есть это старшая подготовительная группа детского сада, и он рассчитан на годовое взаимодействие с воспитанниками, то есть включает материал для 34 недель обучения, то есть это стандартный учебный год с сентября по май месяц. Суммарно включает 136 занятий по разным направлениям, чуть позже о них тоже расскажу. И в основу курса положен комплексно-тематический принцип. Ну, мы давно занимаемся разработкой электронных образовательных ресурсов для дошкольного образования, поэтому даже тут как бы особо не буду ваше внимание на этом акцентировать, что все у нас разрабатывается, естественно, в соответствии с той нормативной документацией, которая есть, с учетом психовозрастных особенностей детей дошкольного возраста, что все апробируется, и есть рекомендации от науки в том числе. Достаточно много материалов в нашем курсе, и этим, в принципе, тоже объясняется его вот активное такое использование в рамках дистанционного, в рамках удаленного взаимодействия с воспитанниками, потому что, в принципе, каждый педагог, каждый ребенок, каждый родитель может в нашем курсе найти то, что необходимо лично ему, лично его ребенку, лично его воспитанникам, в зависимости, опять же, от того, кто с ним работает. Суммарно заданий для раздаточных материалов и 136 планов занятий для того, чтобы можно было организовать образовательную деятельность с детьми как онлайн, так и офлайн. Опять же, повторюсь, в зависимости от того, кто работает с курсом, какие задачи решаются, можно использовать различные материалы. Да, в основе курса комплексно-тематическое планирование. 4 направления обучения. Сейчас вы их видите на экране. В эти 4 направления входят базовые понятия из всех образовательных областей, которые у нас обозначены федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Мы сделали 4 направления, потому что это онлайн-курс, и, на наш взгляд, полноценно одинаковые, насыщенные сделать по каждой образовательной области ресурсы, ну, достаточно сложно. Понятно, что по познавательному развитию их будет больше, по физической культуре или по творческим каким-то видам деятельности. Естественно, их меньше, потому что это просто такие области, которые, ну, достаточно сложно сделать электронными, да и, в принципе, это не нужно. То есть это лишнее совершенно. То есть 4 направления. Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие – это первый блок, это блок занятий, который связан, ну, условно говоря, с тем миром, который окружает ребенка повседневно. Это мир природы, мир животных, мир растений, мир людей, мир взаимоотношений между людьми, вопросы физической культуры, сохранения здоровья, экологии, вопросы нравственного воспитания, праздники, традиции, государственное устройство на том уровне понимания, которое возможно у детей дошкольного возраста, что у нас обозначено в программах, все вот в этом направлении решается. Когда в отдельное направление мы вынесли познавательное развитие, а именно формирование элементарных математических представлений, ну, потому что это достаточно просто сделать электронным, математика всегда востребована и интересна, и нам показалось, что отдельное направление для математики – это то, что нужно для данного курса. Не могли мы не обойти своим вниманием речевое развитие как одно из базовых таких вот компетенций ребенка не только в течение всего дошкольного возраста, но и важно для поступления при переходе на новый этап обучения, при переходе в начальную школу. И именно вопросы подготовки к обучению грамоте, то есть не обучение чтению, а именно формирование звукоаналитической функции речи, работы над фонематическим слухом, то есть то, что готовит ребенка непосредственно к чтению, но и тем самым развивает и речь ребенка. Понятно, что основное базовое содержание речевого развития, естественно, у нас остается в реальной жизни, в общении, во взаимодействии, в специальных видах организованной деятельности. Ну и 4 направление – это художественно-эстетическое развитие.
блок ознакомления с искусством. Опять же, понятно, что перенести в электронку продуктивные виды деятельности дошкольников нет никакой возможности и нет никакой надобности. Естественно, все должно быть через ручки, рисуем, лепим, конструируем, музицируем, поем, выполняем музыкально-ритмические движения и так далее. Все это в реальной жизни. Но то, что возможно сделать электронным, то, что возможно перенести в электронный формат, а именно вопросы вот именно ознакомления с искусством, причем по двум направлениям здесь внутри этого блока, это изобразительное искусство и музыкальное искусство, мы тоже постарались сделать это в нашем курсе. В чем комплексно-тематический принцип нашего курса? Ну, во-первых, 34 недели, которые тесно связаны с окружающей жизнью ребенка, то есть с тем календарным тематическим планированием, который есть в любом детском саду, работающий по любой образовательной программе. Так как в содержании курса даны базовые темы, которые при работе с любой программой так или иначе осваиваются дошкольникам, и мы смело говорим о том, что с курсом можно работать при реализации абсолютно любой программы дошкольного образования в вашем детском саду. И тема занятия по первому направлению познавательно-социально-коммуникативно-физическое развитие проходит через все занятия по другим направлениям. Эта интеграция осуществляется как на уровне иллюстративного материала, так и на уровне решения различных задач образовательных. Чуть позже, когда мы с вами будем уже непосредственно про курс говорить, мы это с вами увидим. Ну, теперь непосредственно, что же включает курс? Мы с вами говорили, что это 136 интерактивных занятий. Каждое занятие содержит комплект материалов. Во-первых, это подборка интерактивных заданий для детей. В каждом занятии их от 8 до 12 штук. То есть задания, которые выполняются непосредственно на каком-то электронном носителе, на компьютере, на интерактивной доске, на планшете, на любом оборудовании. Кроме того, в занятиях есть анимационные обучающие ролики. Они разработаны не каждому занятию, но к большинству. Почему не к каждому занятию? Ну, например, есть такие темы, которые изучаются детьми на протяжении всего дошкольного детства, как, например, тема профессии. И, естественно, в один ролик вложить все содержание дошкольного образования сложно и не нужно. Рассказать про какие-то избранные профессии тоже нам показалось не очень интересным, потому что, опять же, мы не знаем, какие профессии изучаются в данной группе, как вы с ними работаете. Или же есть темы, которые реализуются на некоторых занятиях. Например, есть базовая тема знакомления с искусством, которая называется «Жанр живописи». У нас есть отдельное занятие про натюрморты, отдельно про пейзажи, отдельно про портреты. Но ролик мы сделали один, который достаточно длинный, который можно демонстрировать на всех этих занятиях. Можно фрагментарно, можно целиком, никогда это лишним не будет. Кроме того, каждому занятию разработан раздаточный материал. Это файлы в формате PDF, которые можно распечатать на каждого ребенка и работать с ними так, как работается с любым раздаточным материалом. И одно из основных преимуществ нашего курса то, что абсолютно каждому занятию разработан примерный план проведения обучения в условиях организованной группы, то есть тот методический материал, который педагоги могут смело использовать. Тоже чуть позже, когда сам курс буду показывать, подробнее про разные материалы расскажу. Говоря про интерактивные задания для дошкольников, хотелось бы сказать, что они совершенно разных типов. То есть где-то это одиночный выбор ответа, где-то это множественный выбор, где-то необходимо установить соответствие, соединить объекты, предметы, картинки, изображения. Где-то необходимо выстроить какую-то последовательность или собрать картинку, перетащить какие-то объекты, выбрав правильный ответ, сконструировать что-то. То есть достаточно разнообразные задания, которые зачастую, решая одну и ту же задачу, но по-разному предлагая действовать ребенку, имея разные интерфейсы, имея разную последовательность действий, для ребенка они каждый раз являются чем-то новым. Ну и кроме того, отражается результативность работы детей, и можно посмотреть их успешность. Ну и говоря о том,
о возможности использования нашего курса, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, кроме того, что у нас еще к нашему курсу есть методические рекомендации для педагогов и для родителей, в которых обозначено, как с ним можно работать, прописаны все алгоритмы работы, описан весь интерфейс, то есть достаточно понятно работать, прямо вот с листа можно начинать. И прописаны именно методические рекомендации по организации различных форм работы с дошкольниками. Кроме всего этого, обязательно все наши программы проходят апробацию. Вот, в частности, данный курс проходил апробацию в 14 регионах Российской Федерации, 16 городов и населенных пунктов в нем участвовали. Достаточно интересные у нас были организации, 19 образовательных организаций, из них 2 начальные школы, где ведется подготовка к школе, и 17 детских садов. Ну и вот более 400 участников, среди которых были и дети, и педагоги, и родители. То есть нас интересовали различные аспекты возможности внедрения курса, и достаточно интересно было с курсом работать. И сейчас у вас на экране наши контакты, которые мы именно не только контакты нашего курса и сайт компании, но и те странички в различных социальных сетях, на которых тоже можно посмотреть, в которых публикуется актуальная информация, идет какое-то обсуждение, какие-то различные активности, то есть можно в них тоже участвовать, поэтому презентация вам будет доступна для скачивания, и если есть необходимость, вы сможете по всем этим ссылочкам тоже пройти. Ну, а теперь давайте мы непосредственно посмотрим, как у нас выглядит наш курс именно на платформе. Наталья Вячеславовна, вы пропали у нас. Рабочий стол виден, но вас не видно и не слышно. Наталья Вячеславовна. Да, слышно теперь меня? Да, все нормально, можно. Все, я просто отключила камеру, вместе с ней отключился телефон, прошу прощения. Так, мы с вами заходим на сетевой город образования, и, соответственно, введя пароль и логин, мы... Так, извините, поторопилась, буковку пропустила. Мы с вами попадаем непосредственно в коллекцию ресурсов, на которой размещен, соответственно, наш курс. Вот так вот он выглядит в коллекции ресурсов. То есть мы с вами видим меню, набор картинок, набор, соответственно, карточек. Каждая карточка – это определенное занятие курса. Вот здесь вот они у нас все 136 представлены, ну, можно очень долго листать, да, покажу на примере. То есть на этой карточке, в принципе, вся информация, все понятно, интерфейс достаточно понятный. То есть мы видим, картинка у нас показывает, отображает именно то направление. Карточки у нас выложены в хронологическом порядке, то есть сначала идет первая неделя, потом вторая неделя, потом третья, все направления друг за другом. То есть у нас первая неделя – окружающий мир, познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие. Первая неделя же свойства предметов, математика, первая же неделя обучения грамоте и первая же неделя ознакомления с искусством и так далее до самого конца. Если мы хотим с вами выбрать какое-то определенное направление, то мы с вами отфильтровываем при помощи панельки слева, и мы с вами сейчас видим все занятия только по направлению познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие. Говоря именно про комплексно-тематический подход, да, мне хотелось бы как раз вот обратить ваше внимание, что мы вот сейчас с вами видим на экране перечень тем, и видим, что отражены самые различные темы, касаемые и социально-коммуникативного развития, касаемые
окружающего мира, социального мира детей, знакомства с профессиями, с транспортами, нравственное воспитание и так далее. Не буду все темы вам тут перечислять, опять же, при необходимости вы все это можете посмотреть. Как мы можем работать с данными карточками, с занятиями? Ну, пока вот оставлю окружающий мир. Какие здесь есть возможности и опции? Если мы с вами щелкнем по любой карточке, мы с вами видим описание краткое. Мы с вами здесь можем предварительно посмотреть план занятия. Вот он у нас тут. Ой, так, извините. Какой-то тут, видимо, глюк случился. Мы с вами можем поделиться с нашими коллегами или с нашими воспитанниками, и мы с вами можем сделать данное занятие избранным, то есть для того, чтобы его быстренько находить, чтобы долго здесь не искать, мы можем его сделать избранным. Для этого нажать вот этот вот флажочек в правой верхней части каждой карточки. После этого эти все занятия у нас будут отображаться в избранном. И мы их очень быстро можем найти, непосредственно те, которые нам нужны. Соответственно, что мы еще можем делать с каждым занятием? Мы можем назначить занятие. Вот здесь вот в левом нижнем углу есть такая возможность назначения занятий. Я чуть-чуть позже об этой опции расскажу. И, соответственно, мы можем непосредственно щелкнуть по кнопочке play, всем хорошо известным, и непосредственно запустить данное занятие, в котором мы хотим работать. Сегодня для того, чтобы показать вам именно комплексно-тематическую такую преемственность, интеграцию образовательных областей и вообще возможности курса, какие задания в нем есть, я решила взять тему, ну, такая, которая к нам уже подходит, называется эта неделя 14, то есть если мы посчитаем из расчета 4 недели в каждом месяце, то это как раз получится вторая неделя декабря. Ну, то есть то, что к нам уже, в принципе, достаточно скоро будет актуально. Опять же, повторюсь, что не обязательно следовать этому комплексному тематическому плану, можно варьировать работу с курсом и с ресурсом, как вам заблагорассудится, но тем не менее, мы постарались максимально все это приблизить к тому планированию, которое есть в детском саду. Соответственно, мы сегодня с вами посмотрим за занятия этой недели. В окружающем мире это зимующие перелетные птицы, число 10 в математике, буква Н, звуки Н в обучении грамоте и народно-декоративно-прикладное искусство ГЖЭЛЬ, соответственно, в ознакомлении с искусством. Давайте запустим занятие «Зимующие перелетные птицы». Соответственно, что мы здесь с вами видим? Здесь мы с вами видим интерфейс уже непосредственно данного занятия. В правом верхнем углу мы можем распечатать раздаточный материал, PDF-файл, то, о чем я вам говорила, по количеству ваших воспитанников, и работаем как с любой раздаткой. Занятий, после занятий отдаем домой в зависимости от, опять же, целей задачи, которые вы хотите решить. Кроме того, мы здесь с вами видим план занятия. Вот он, тоже PDF-файл, опять же, можно с ним работать, стандартный подход, цели, задачи, материалы и непосредственно план образовательной деятельности, в которой представлены не только электронные задания, а традиционный ход занятия, включая физкульт-минутки, литературный материал, беседы, дидактические игры и так далее. То есть основная задача наша при разработке данного плана – это именно помочь педагогам и показать, как можно включить электронные образовательные ресурсы в традиционные виды деятельности с детьми. Соответственно, здесь у нас с вами ролик анимационный. Я выключу звук, чтобы не было у нас накладок, то есть который рассказывает о зимующих и перелетных птицах. Можно с ним работать как с любым видео, сделать на полный экран, включать и отключать звук, перемещаться по кадровой ленточке, ну, то есть все то, как мы с вами останавливать в любой момент, как мы с вами можем работать с любым роликом. Ну, давайте немножечко послушаем. Наблюдать зимой называют зимующими. Эти птицы не боятся морозов и ухитряются добывать себе еду даже в самые холодные дни.
Они отыскивают насекомых, которые спрятались в трещине. Ну, много достаточно интересной информации. Опять же, ролики, как показала практика вот работы именно в дистанционном образовании, это всегда то, что заходит на ура, то есть не обязательно предлагать детям выполнять задания, если нет такой возможности, но всегда есть возможность посмотреть ролики, это достаточно интересно. Ну, например, вот тут рассказ про клеста и много достаточно интересной информации. Непосредственно задания, 12 заданий в данном занятии, как они выглядит. Ну, во-первых, дети у нас дошкольного возраста, поэтому, естественно, все, что написано на экране, включая инструкцию к занятию, включая надписи на плашках, все у нас озвучено. Читает ребенок, ради бога, пусть он читает, мы никому не запрещаем, но он не обязан это делать, поэтому все у нас озвучено. Рассмотри внимательно картинку, послушай название птиц, соедини в пары название и изображение птиц. Ну, соответственно, можно послушать. Ласточка, журавль, голубь, жаворонок. Можно выполнять задания, соответственно, на интерактивной доске. Можно выполнять задания на индивидуальных устройствах, если есть такая возможность. Можно вокруг задания каждого выстроить целую систему работы. Ну, то есть все зависит от того, как мы хотим работать. Если мы считаем, что что-то мы сделали неправильно, мы всегда можем отменить. Пока мы не нажали кнопочку «Ответить», можно работать с этим заданием сколько угодно долго. Как только мы нажали кнопочку «Ответить», у нас появляется реакция робоборика, соответственно, тоже не сказала, забыла, у нас присутствует персонаж робоборик, который прилетел на планету Земля и оказался в обычном детском саду, и он вместе с детками готовится к школе. Это как бы есть вводный ролик, который о робоборике рассказывает. Перемещаться между заданиями можно при помощи стрелочек вправо-влево, либо при помощи цифр на панели наверху. То есть время работы с ресурсами никак не ограничено, то есть и перемещаться можно в любой последовательности. Ну, это если мы говорим о самостоятельной работе детей. Здесь уже необходимо выбрать птиц, которые являются зимующими. Опять же, можно поговорить, обсудить, можно... Если мы выполнили неправильно, да, задание, обратите внимание, робоборик у нас грустит, но недолго, потому что у нас есть время еще выполнить. Внизу появляются красные кружочки. Так что, так, Грача мы выбираем. Как только мы выполнили правильно, робоборик у нас радостный. Опять же, можно послушать название птичек и выполнить следующее задание. Обратите внимание, что давайте здесь следующее задание наоборот, которые выбрать необходимо птичек, которые являются перелетными. На выполнение каждого задания у нас с вами 5 попыток. Если мы их все расходовали, мы дальше его выполнить не можем, и у нас есть цветовая дифференциация. Зеленым квадратиком обозначается задание, которое выполнено с первой попытки, оранжевым, которое выполнено не с первой попытки, и красным выполнено задание, которое не удалось нам выполнить. Ну, здесь необходимо выбрать лишнюю птичку. Есть задание угадать по описанию, тоже очень важный вид работы для детей, которые собираются в школу, умение работать по инструкции, умение слушать текст. Перелетная птичка очень хорошо летает. Спинка, крылья и головка у нее темного цвета. Ну и так далее. На Да? животе Не будем а хвост до конца выполнять. Есть задание соединить изображение птицы и их тени, рассмотреть схему для описания птицы, выбрать птичку, про которую можно рассказать при помощи схем. Опять же, здесь можно, не забываем, да, о речевом развитии, то есть интеграции и на уровне не только иллюстративного материала, но и на уровне заданий. Но, в принципе, то, что у нас обычно всегда и происходит в дошкольном образовании, это как бы традиционная такая система работы. Если мы с вами задание не выполняли, видите, оно у нас никак не отображается. Послушать звуки и подобрать
Для каждого свое изображение. Тоже можно обсудить это все. Выбрать, что можно положить в кормушку для зимующих птиц. Тоже, опять же, интересное задание, вокруг которого можно развить целое занятие. Составить фигурку птицы из геометрических фигур игры танграмм. Опять же, говоря о работе в детском саду, когда у нас есть только интерактивная доска, что чаще всего у нас и бывает в детских садах, очень хорошо задание ложится, кто-то выполняет у доски, а остальные дети могут выполнять это при помощи танграммы у себя за столами. И вот такое вот задание, когда необходимо послушать название и соединить птиц, и выбрать птиц, которых можно встретить только в лесу, и тех, которые часто встречаются в городе, причем здесь у нас какие-то появились птицы такие достаточно редкие, которые, меньше знакомы детям. Вот такого плана задания. Давайте посмотрим, что же нам предлагает данная неделя в математике. Сейчас я только... Значит, мы тоже можем все посмотреть, и мы можем запустить непосредственно задание. Тоже мы видим с вами анимационный ролик, без звука включаю, чтобы нам звук не мешал, который рассказывает про число 10. Герои ролика Саша и Маша, которые изучают различные математические понятия на примере окружающей их жизни. С приближением холодов и снегопадов у зимующих птиц наступает трудная пора. Им не хватает корма. Обратите внимание, да, что тоже мы про зимующих птиц здесь говорим, и число 10, извините, мы в том числе и с птичками изучаем, то есть тоже достаточно это интересно, и такие вот ролики, и в конце ролика еще и у нас плакат, про который мы можем отдельно ввести на экран и обсудить с детьми, не только посчитать, но и назвать птичек, то есть интеграция в чистом виде. Ну, опять же, есть раздаточный материал, есть план занятий, просто не буду об этом вам уже еще раз повторяться. Каковы задания? Ну, есть задания, конечно, просто на цифру. Укрась любые 10 варежек снежинкой. Соответственно, работа по счету, по количественному счету. Да? То есть есть работа с порядковым счетом, расставить цифры по порядку от 1 до 10. На предыдущих темах все числа и цифры изучены, то есть хорошо, дети с ними уже знакомы. Следующее задание – посчитать, сколько птиц на земле, сколько на дереве. Опять же, перетащить соответствующие цифры в подходящие квадратики. Тоже задание достаточно интересное, когда мы считаем уже элементы, то есть посчитать необходимо, сколько всего птиц, 5 у нас, да, сколько всего крыльев, соответственно, крыльев у нас 10, сколько у нас лап и, соответственно, сколько у нас клювов. Вот, то есть тоже такое достаточно интересное задание для детей дошкольного возраста. Порядковый счет. И достаточно тоже интересное задание, когда первые птицы нужно, еще раз можно вспомнить, чем питаются у нас перелетные птицы, зимующие, извините, птицы, вспомнить, что мы им можем предложить. Здесь дается только порядковый номер птицы. Да, первой птицы кусок сала. Можно, конечно, задать вопрос, а кто это первая птица, как называется, 5-я, ну и вообще все птички по порядку. Опять же, то есть к тому, что очень много заданий самого разного типа. Счет в пределах 10, сколько было, сколько добавилось. То есть мы перетаскиваем птичек, считаем, размещаем их. Опять же вспоминаем, что это за птичка сорока, что это за птичка ворона. Соответственно, здесь потом еще перетаскиваем цифры и составляем пример. То есть достаточно интересные задания, опять же, которые можно
так или иначе дублировать при помощи раздаточного материала. Подобное же задание, но уже про перелетных птичек, про птичек, которые зимуют в теплых краях, тоже эту тему можно развивать. Или задание на сравнение. Опять же, можно сравнивать количество любых объектов. Но почему бы нам не сравнить количество именно ягод рябины на веточках, вспомнив опять же, что это отличный корм для птиц. Ну и задание на составление числового ряда, на соседей числа, тоже достаточно интересное. Что еще мы с вами можем посмотреть по поводу зимующих перелетных птиц и по поводу интеграции областей и вообще по поводу содержания данного курса. 14 неделя, буква Н и, соответственно, звуки. Раздатка, план, ролик. Ролик нам рассказывает тоже про различные аспекты. В роликах по грамоте очень много литературного материала. Мы старались достаточно много добавить загадок, стихотворений. Опять же, да, птичка схему имени девочки. Так или иначе Нина. присутствует. Достаточно подробно рассказываем о работе со звуковыми схемами. Весь материал направления обучения, подготовка к обучению грамоте у нас составлен по методике Журовой-Дуровой подготовки обучения грамоте, поэтому достаточно много внимания уделяется работе со схемами, составлением схем. И опять же, наш опыт работы именно в условиях карантина, в условиях дистанционного образования показал, что эти ролики очень важны именно для родителей дошкольников, которые сами иногда затрудняются объяснить и помочь с составлением схемы, ну, в силу того, что уже забыли или кого-то просто по-другому учили в школе. То есть разные бывают причины, но тем не менее ролики интересные, ролики с интересом смотрятся, и все понятно. И опять же, вот мы поработали со схемами, дальше у нас пошел блок, который связан У девочек есть общее увлечение. с птичками. Они любят птиц. Опять же, мы можем часто застопить ролик и поговорить о тех птичках, какие есть, обсудить. А зимой, когда птицы улетают в теплые края и их становится меньше, девочки любят бывать в зоопарке. Там можно увидеть самых разнообразных пернатых, домашних и диких, зимующих и перелетных. Опять же, можно по мотивам ролика еще поговорить и про птиц в зоопарке. То есть тема не исчерпывается. Есть задание на поиск букв в словах. Опять же, да, не необходимости детям уметь читать, выполняя данные задания. То есть мы запоминаем образ буквы. Очень много заданий интересных, которые связаны с ребусами, со составлениями цепочек, схем. Здесь необходимо расставить картинки на схеме так, чтобы последний звук был первым, соответственно, для следующего слова. В заданиях по подготовке к обучению грамоте у нас озвучено не только все, что написано, но и практически все, что нарисовано, для того, чтобы не было двоякого какого-то толкования слов. Ну, например, цветок может быть просто цветок, может быть роза, может быть мак, и для выполнения какого-то задания это может быть принципиальным. Нос. Соответственно, это у нас Сорока. Ананас. Слон. Слон, соответственно, нос тоже заканчивается на звук «с». То есть дети, которые работают с этим курсом, дети, которые выполняют регулярно различные задания, очень легко с такими заданиями справляются. Задание на определение места звука в слове тоже все. Ворона. Ворона, да, вот, кстати, здесь, да, ворона, она же птица. То есть как бы Филин. филин тоже может быть назван птицей. Конура. Соответственно, И нора. нара. Да, мы с вами выполнили задание. Подобного же плана есть задание на поиск мягкого согласного не в каждом слове именно место. Опять же, Оползень. Птенец. Гнездо. Нитка. стараемся максимально использовать слова, связанные с нашей темой. Ну, есть задание на схемы, на составление. Ну, не всегда Нина. можно подобрать слово по теме, чтобы оно было краткое и понятное детям, поэтому, конечно, в некоторых заданиях мы немножечко от темы отходим. Но зато есть вот
слова, схемы, слова и названия птиц. Причем, опять же, читать детям не обязательно, но почему бы нам не предложить им посмотреть на написание слов. Работа со слогами. Выбрать картинки, в названии которых два слова. Грач, дятел, Соответственно. голубь, тряса, гуска. Ну, то есть тоже, да, достаточно интересное задание. Задание на составление слов. Да, мы не учим читать, но работа со слогами в методике Журовой-Дуровой обозначена. И если дети, обратите внимание, что достаточно простые слова и с теми звуками и буквами, которые были пройдены уже в предыдущих занятиях. Кроме звукобуквенного фонематического анализа, конечно, мы стараемся делать задания речевые. Например, вот здесь очень мне нравится задание, которое на словообразование сложных слов. У ласточки длинный хвост. Как ее можно назвать? Длиннохвостая. У соловья звонкий голос. Значит, Как его можно назвать? Звонкоголосый, красногрудый, снеги, чернокрылая, соответственно, еще и согласование по родам тоже здесь мы так или иначе вспоминаем. Ну и задания, связанные со связанной речью, необходимо послушать рассказ, рассмотреть картинки, расставить их что сначала, что потом. Опять же, работа с данным заданием может быть основой целого занятия с детьми по развитию связанной речи. То есть достаточно много различных заданий, которые можно использовать. И тема ГЖЭЛЬ, которая тоже так или иначе у нас связана с темами. Ну, в роликах про народно-декоративное прикладное искусство, они у нас про каждый промысел, который мы даем, отдельные, потому что каждый промысел интересен сам по себе. Ну, они очень похожие в плане того, что мы рассказываем и про историю возникновения данного промысла, рассказываем о том, как работают, создают, с росписью синего и голубого. Рассказываем про процесс непосредственно производства и делаем акценты на последовательности росписи, естественно. Понятно, что, конечно, все это желательно переносить в реальную жизнь и, конечно, показывать детям. Но, опять же, в качестве закрепления материала, в качестве работы вот в таких вот нестандартных условиях ребенок вполне может посмотреть ролик, и это не будет ему лишним и бесполезным. То есть это все равно имеет свой смысл. То есть достаточно интересно и разнообразно. Ну, какие задания? Задания, когда мы соотносим предмет промысла и материал, опять же, да, даже на уровне иллюстративного материала, мы выбрали картиночку с птичкой. Есть задание на поиск элементов, да, причем задание именно тут, вроде как бы все гжельские элементы, но необходимо выбрать только те элементы, которые мы с вами видим на экране. Есть задания, которые связаны с последовательностью. Ну, понятно, что отобразить последовательность в изготовлении птички достаточно сложно. Конечно, детям проще это на примере какого-то готового изделия. Соедини фигурки одинаковых животных в пары. Да? То есть, опять же, здесь мы можем не только вспомнить какие-то промыслы, но и рассмотреть фигурки, сравнить их, назвать животных и найти отличительные особенности, чем они друг от друга отличаются. То есть тоже достаточно много интересной работы можно сделать. Рассмотри фигурки, выбери лишние. Тоже все птички. Какие птички у нас здесь представлены, да? Но лишняя будет фигурка именно петуха, потому что он у нас гжельский, адымковский. Рассказ изображений детских гжельских мастеров по образцу. Понятно, что это не традиционная
продуктивная деятельность. Естественно, все через ручки. Естественно, нужно рисовать элементы при помощи кисточки и бумаги. Но как вариант для закрепления, как вариант для какой-то дополнительной работы, это имеет право на существование. Очень интересный курс, много всего. Я надеюсь, что вы изучаете, посмотрите. Я немножечко хотела еще поговорить о том, как можно назначить. То есть мы с вами сформировали папку «Избранные». У нас есть какие-то, видите, избранные занятия. А как же нам с вами назначить задания, те, которые мы хотим нашим детям? Так, сейчас немножечко подвисло, подгрузится, я вам это покажу. У каждой, я уже вам показывала в начале, у каждой плашечки есть, у каждой карточки каждого занятия есть возможность назначения. И когда мы назначаем, то мы выбираем определенное конкретное задание. Ну, давайте мы вот что-нибудь выберем. Давайте из какого-нибудь определенного раздела. Еще раз вспомню, как мы можем отфильтровать. Ну, например, обучение грамоте. Да, ну, любую. Например, неделя 3, буква А. Мы вот видим внизу левом каждой карточке. Мы видим возможность назначения. Как только мы назначаем, нажимаем на нее, у нас открывается вот такое окно, в котором необходимо заполнить все поля. То есть у нас это домашнее задание, ну, условно, да, мы назначаем определенной группе, у нас есть начало даты выполнения, мы здесь можем какой-то комментарий добавить, ну, к примеру, да, и назначить задание. То есть после этого оно у нас будет отображаться в назначенных. У меня, как у педагога, то есть здесь у меня то, что я раньше назначала, видите, они все в хронологическом порядке. И здесь же я могу посмотреть, как у меня дети выполняли. То есть, видите, здесь у меня есть какой-то комментарий, я написала. Я могу открыть группу детей, ну, какая-то у меня здесь есть. Но здесь у меня, видите, никто еще не приступал к этому заданию. То есть если какие-то задания мои воспитанники выполняли, например, первую неделю осень наступила, то есть я вижу воспитанников, и я вижу, в какого числа, в какое время, сколько в процентах выполнено 3 задания из 12. И я могу посмотреть, как ребенок выполнял эти задания. Опять пропал звук, может быть, вы микрофон выключили? Коллеги, меня слышно? Нет? Плюсик поставьте в чате. 1, 2, 3, 4. Коллеги, как меня слышно? Так, коллеги, у меня слышно меня? Да, все, сейчас нормально. Да, Всех слышно, да? Ага. Давайте мы с вами сейчас попробуем посмотреть, что же у нас видит родитель, когда мы ему назначаем какие-то задания. То есть я сейчас зашла под логином и паролем родителя, захожу опять же в коллекцию ресурсов, но в отличие от педагога, который видит все задания, которые он назначил, ребенок видит, ну, родитель, соответственно, видит только те задания, которые были назначены данной конкретной группе. Ну, видите, вот тут вот ребенок уже что-то выполнял, в процентах все обозначено, где-то, видите, все выполнено. Вот. А есть задания, к которым он еще не приступал, то, что вот мы с вами сегодня ему назначили. Мы назначили букву А. То есть и после этого ребенок может перейти непосредственно к выполнению, и он переходит на страничку, то есть он может посмотреть ролик, он может выполнять задание. То есть можно выполнить задание, соответственно, выполняя все, что здесь нам предложено. Ну, давайте что-нибудь выполним неправильно, что-нибудь случайно выполнилось. Да? Тоже, опять же, мы видим, да, то есть это вот задание выполняется ребенком, ну, предположим, что я больше не хочу выполнять, соответственно,
что я буду видеть как педагог. То есть как только дети у нас выполняют задание, педагог у нас через какое-то время, ну, нам тут необходимо обновить и закончить его выполнение, тогда у педагога появляется именно возможность видеть то, что выполняет ребенок. То есть вот такие вот возможности есть у нашего курса. Мы с вами посмотрели, мы с вами посмотрели возможности именно работы в сетевом городе образования с курсом, посмотрели возможности курса. Ну, надеюсь, что у нас сегодня немножечко, не знаю, все время ли меня видно или слышно, но надеюсь, что видно и слышно. Все нормально. Мы с вами посмотрели возможности курса. Если у вас есть какие-то вопросы, надеюсь, что все было понятно. В принципе, курс достаточно простой, навигация по нему тоже простая. Если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Если есть какие-то пожелания, то тоже я их с удовольствием выслушаю. Спасибо. Коллеги, напоминаю, что зайти в этот курс мы можем, используя нашу государственную информационную систему электронное образование, закладочки, по-моему, образование, да? Обучение, закладочки обучения, и там есть эти курсы. Да, коллеги. Да, вы можете зайти, сейчас я открою еще доступ к тому, чтобы можно было скачать презентацию. Вот сейчас в правом нижнем окошечке видна презентация и стрелочка для скачивания, ее можно скачать. Ну и основные все остальное расположено как раз в государственной информационной системе электронное образование. Коллеги, если есть вопросы, можно в чате их задать. Если у вас подключена камера с микрофоном, я могу включить вам камеру, и вы можете задать вопрос голосом или в чате. Ну, в любом случае, если будут возникать вопросы, можно писать через ГИСЭО, задавать эти вопросы в почте ГИСЭО, либо на нашу электронную почту. Спасибо, Наталья Вячеславовна, за знакомство с этим ресурсом. Попробуем использовать, будем использовать, будем набираться опыта. Спасибо. Спасибо вам. Коллеги, всего доброго, до свидания. Мы еще какое-то время останемся в чате, чтобы ответить на ваши вопросы, если они возникнут.